Привычная тишина после стука. Никто не спешит открывать дверь специалистам из водоканала. У абонентов улицы Ингушская, по словам контролеров, небольшие задолженности. В среднем 7-8 тысяч, примерно 10 тысяч штолус. Адаху оплаты жидукбус именно у улицы в Назранский районе. И где улица Жирш, Егерш, оплата Хамдикулар. Обходят жильцов специалисты водоканала утром, надеются застать потенциальных потребителей до ухода на работу. Тем, до кого все же смогли достучаться, сегодня разъясняют, куда обращаться при задолженности, как узнать о сумме денежного обязательства. Такие профилактические рейды предприятие проводит постоянно. Они необходимы. Порядка 70% населения Назрани не платит за воду. Вот, например, в этом доме долг водоканалу превысил более 35 тысяч рублей. Но, как правило, злостные нарушители прячутся от камеры. Есть и добросовестные абоненты. Они-то чаще всего и идут на контакт со специалистами. Задолженность از اکت حول بونا خا اسقيت خضري زعت سكواش خضري اخر تكون صح الحمد لله باش نيس الحمد لله والله ستوخذ خان عدل غير زادوا تخليت غير. Долги нарушителей отражаются и на добросовестных плательщиках. Задолженность – это серьезная нагрузка на водоканал. Она не позволяет увеличить объем ремонтных работ на ветхих сетях и улучшить качество услуг. Мы не только не можем сопоставить эту сумму, не только доход получить. Ну, сейчас в данное время мы убыточные уже идем. У нас только расходы. Потому что вот у нас расход только за электроэнергию у нас за месяц где-то более 30 миллионов рублей. И фонд заработной платы у нас тоже превышает где-то 7-8 миллионов рублей. А при этом у нас сбор с юридических, с физических, с прочих организаций 10, 12, 13 миллионов. Вот если сопоставить, мы на процентов 20 мы не оправдаем себя. Мы не можем не только там платить за электроэнергию, мы частично только зарплату можем свои погасить. За последние 2 месяца в суд передано порядка 200 материалов по взысканию задолженности. Должники, как, впрочем, и жизненные ситуации бывают разные, делятся специалисты водоканала. Поэтому каждому абоненту пытаются найти свой подход. Однако прятаться от сотрудников предприятия – это не лучший вариант. Если сумма денежных обязательств большая, то выход все равно есть. Мы же люди. Мы пойдем навстречу любому человеку, мы пойдем навстречу. Как он скажет, вот так я сделаю. Таким образом мы его примем. Вот есть у него сейчас долг, например, 30 тысяч рублей. Если он будет сейчас скажет, нам придет, скажет, по 1000 рублей я буду платить, по 500 рублей в месяц я буду платить. Пускай оплачивает. Свой текущий долг оплачивает и свой долг оплачивает. Главное, вопрос уж андать. А узнать о своей задолженности можно, обратившись в Центральный муниципальный округ Назрани. Тем, кто и дальше собирается наращивать сумму долга, предупреждает водоканал, ждут разбирательства в суде. Хава Газикова, Магомед Дидигов. Новости 24.